культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия о деятельности Министерства за 2022 год. Завершившийся год прошел под знаком Года культурного наследия народов России, столетия Якутской АССР, Года Матери в Республике. Большое количество мероприятий было проведено на самом высоком организационном уровне, что было бы невозможно без участия республиканских и муниципальных учреждений культуры и искусства. Благодарим вас за плодотворную и качественную работу, профессионализм и самоотдачу. Дорогие друзья, вас приветствует отличник культуры Республики Саха-Якутия, лауреат международных конкурсов, солистка Государственного театра оперы и балета Республики Саха-Якутия имени Соруна Муллона Зинаида Колодесникова. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve agitada cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía. Granada ti reins engrintada en paredes de torres, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde gitana, abierta y de flores, y beso tu boca de grana, jugosa manzana que habla de amores. Granada banale cantora en compras preciosas, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de suave fragancia que le den marco a la Virgen Morena. Granada, tierra salena de lindas mujeres de sangre de Слово предоставляется министру культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрию Степановичу Куприянову. Сидя отчитывать, да, Жень? Здесь будут слайды, я буду рассказывать, да, как идет у нас отчет. Слайды сейчас пойдут, коллеги, но давайте чуть начнем. Мы же начали с песни, поэтому как совещание, да, почти что. Свет давай, не будем выключать пока. Но после такой прекрасной песни я посмотрел на зал и хотел, во-первых, познакомиться. Здесь начальники управления культуры, муниципальных образований пришли и учреждения нашей культуры. Вот у нас в зале, я хочу, вот Саргалана Иннокентьевна Борисова сидит. Саргалана Иннокентьевна, встаньте, пожалуйста. Ее знают девочки, да? Это? Ага. Саргалана Иннокентьевна у нас исполняет обязанности начальника нашего отдела искусств. Это для наших учреждений. Нюрган Ивановна, знаете, ушла у нас работать на другую поприще, Амгинский улус. Ее здесь нет уже, да, Нюрган? А так бы ее поблагодарили. Так что у нас новый работник министерства. Давайте ее приветствовали, да, правильно?
забыл Афанасия Ивановича сначала представить. Ну, Афанасия Ивановича наверное, все знают, да? Афанасий, ну, давай так. Первый заместитель тоже... Это как подарки Нового года, правильно? А начальник управления культуры я всех не знаю, но тех, которые новые, давайте встанем. Я знаю, что Мегина Кангалаский новый у нас, дальше Чурапчинский, Намский, остальные все старые. Ну, молодцы, у нас тогда обновление 3 новых начальника управления культуры. Мы такой стабильный народ, да, больше-меньше. Держимся, значит, дальше. Хорошо. В учреждениях культуры, Николай Васильевич, у нас новых не было назначено, да, никого? Владислав Валерьевич. Владислава Валерьевича нету, да, здесь, не вижу. Уехал на гастроли. А? Молодец, уже в Нюрбе. Да, в Нюрбе на гастролях? Хорошо. Ну, давайте тогда начнем отчет традиционный. Он такой в форме традиционной, в котором каждый здесь сидящих в зале по себе должен увидеть себя самого. Это наша общая работа, которую я вам подвожу, и каждый здесь посмотрит. Это такая интересная форма, когда, ну, если уж так говорить, что весь мир театр, да, то мы сегодня зрители, это активные участники процесса. Давайте начнем. Слайд номер 2. У нас был, да, 100-летний юбилей нашей республики и год культурного наследия Российской Федерации. Я думаю, что для нашей республики это был удачный такой ход, да, который совместились 2 главных события. Год культурного наследия, здесь видите фотографии? Кто кого узнает? Ну, вижу Сахатеатр. Сахатеатр был одним из основных, потому что был 100-летний юбилей, да, здесь стоят основатели государственности. Ну и надо сказать, что прошлый год мы очень много раз танцевали наш круговой танец Осохой, правильно? В историю вошли такие события, как мы, когда 5 марта прошлись по шествиям, мы сделали первый Осохой, и первый Осохой, вот здесь пишут, мне приняли участие на этом мероприятии почти 7,5 тысяч человек на шествии и потом на Осохе. И Осохой на самом деле мы в архивных данных должны сохранить. Это был юбилейный 100-летний Осохой, который мы доверили 9 запевалам Осохой, да, которые были из разных кругов. Старшие, средние и молодые запевалы Осохой, они остались. У нас возможность была такая, что первый раз сразу мы им вручили знаки 100-летнего нашей Якутской ССР, нашим первым запевалам Осохой, которые 27 апреля вот здесь выводили Осохой. А шествие было 5 у нас марта. Традиции остались, 5 марта теперь будем шествие делать ежегодно. Так, Яна Викторовна? Хорошо. Добуногока это то, что было вот 27-го, да? Так мы. Исторические лица вон там стоят на фотографии, не совсем четко видно, но они не красавицы, имею в виду на сцене, видимо, да, стоят? А? Все узнаем? Кто у нас здесь Осохой так сидит? Яна Викторовна, ты же организовала, да, или кто организовал? А? Дом народного творчества делал? Ага, Иванов твой, да, Маш? Он был главный, да, у нас? Да-да-да. И вот этот мужчина был из Намского улуса. Помнишь, это, который, да, Осохой ходит? Потом остальных уже знают. И там девушка, кстати, с театра Ломхо была. Как его звали? Настя Алексеева, да? Угу. Ну, пойдемте дальше. В Верхневилюйском улусе мы провели ИСЭХ-Ланхо, который, наверное, будет вершиной, да, проведения ИСЭХ-Ланхо последних лет. Приняло участие максимальное количество человек. Примерно посчитали, что их было более 15 тысяч человек. Мы участниками, гостями фестиваля стали 43 представителя 6 стран. Мы проводили шедевры встречи. Вот они стоят. Из Индии даже, по-моему, приехали коллеги. Но ИСЭХ был очень огромный, масштабный, обширный. Ну, наверное, все здесь сидящие были и гостями, и участниками этого ИСЭХа, правильно? Кто-то не был на ИСЭХе? Кто не был-то на ИСЭХе? Ну, наверное, Лобанов не ездил, да, Саша? Не был там, а? Силина, говорит, не ездила. Да ты что? А Анастасия, почему не ездили? Давайте сегодня примем такое решение, что на ИСЭХе и Ланхо ездим все вместе. Хорошо? Руководители обрадовались, наверное, да, потому что все в командировку поедем. Ага. В Ваймиконской улус здесь есть начальник управления?
Заместитель здесь? Мы поместимся, если все поедем, там Торный СР? Хорошо, спасибо. Провели международный третий конкурс исполнителей на Хамусе. Видите, приняли участие 38 человек из 9 стран. Мы его долго готовили, да, Дмитрий Ильич? Пандемия помешала, мы передвигали его один раз. За это надо поблагодарить музей Хамуса, Вестинова тоже, Дима, где здесь сидит, вот он. Провел огромную подготовку и выиграл федеральный грант президентский, правильно? Дополнительные деньги для того, чтобы мероприятие состоялось масштабным, с участием всех наших иностранных гостей, ну и огромного количества людей. Мы же провели акцию в этот день. Хамус звучал каждый улусе нашей республики. Ровно в 12 часов, да, Дим? В 12 часов 100 человек на площади Орджоникидзе выводили, а вся Якутия вторила. Да, хорошо. Такую акцию будем продолжать на Хамусе? На Хамусе будем продолжать какую-то акцию? У нас день Хамуса же зимой же, правильно? 30-го. Можно же проводить? Люди же любят такую делать. Так что, но тут же сами приняли решение проводить такие вещи один раз в 9 лет. Да, в следующий раз не дождаться, видимо, да? Когда будет, Дима, теперь? 2000... В каком году будет? 31-м, что ли? А? Да ты что, не все доживут, наверное, до этого, а? Ну вот, приняли такое решение, у главы подписали, но Алексей Сергеевич нас подписал о том, что звание виртуоз хамусист, по идее, можно приравнивать заслуженной артистом Республики Саха-Якутия. Варвара Степанова поэтому стала заслуженной артисткой. Остальных не хватало немножко стажа работы, чтобы по регламенту тоже соблюдать назначение. Так? Хорошо. В этом году к нам приезжала выставка Третьяковской галереи. Все были там, работники культуры? Точно? Кирилл Петрович ходил? Молодец. Номер один. Ну вот, очень хороший проект получился. Владу надо похвалить. И Национальный музей, да, сделал вообще подарок, что 16 тысяч человек посетили. Собрали более 6 миллионов денег. То есть это сколько человек пришло, и деньги, они такие, как нас, связанные мероприятия. Теперь работаем над тем, чтобы Национальный художественный музей уже написал письмо в Казань, привезти Шишкина. И, кстати, татары ответили. Да, Аюпова написала письмо о том, что проект будет стоить 6 миллионов, и Татарстан 1 миллион возьмет расходов на себя. Так что вообще круто. Мы Шишкина привезем, и надо сделать так, чтобы тоже 16 тысяч человек было, и чтобы вот этот конвейер процесса, да, как бы чтобы действительно кто-то интересный всегда приезжал. И мы сами бы основали бы его как бы и финансирование, и организацию. Главное же привозить то, что люди хотят увидеть, правильно? Вот этот, я думаю, что проект положительный, который надо вот так последовать и подражать. Дальше. Современная история Якутии. Здесь Дмитрий Иванович все сделал хорошо, красиво. Один из лучших, все похвалили, и по содержательной части, и по удобству восприятия. Сегодня же люди хотят ускоренно понять, да? У тебя же тач говорит на 2 языках. Сегодня было утром, почему задержался заседание правительства, и мы теперь закон приняли. Знаете, да, об этом? Что любой закон Республики Саха-Якутия закон. Если выносим, то выносим на 2 языках, на русском и на якутском. Ну, поскольку деньги не заложили, оплачивает тот, который закон вносит, ребят, имейте в виду. Перевод имею в виду. Да, и ОГВ сам. Так что, если закон будете выносить, сразу предусматривайте деньги за счет внебюджета. Да. Хорошо, что в прошлом году мы закон о кинематографии приняли. Кто опоздал, вот смотрите. У нас переводчики есть в каком-то учреждении на якутский язык? Нам, наверное, думать над тем, чтобы вот, ну, правительство как-то так странно сделало, но, во всяком случае, каждый выносит на 2 языках закон. После того, как внесут, Илтумен дорабатывает его. Там есть такая вот стандартная процедура, которую якутский перевод они доведут до ума и выпустят в виде закона. Но первичный как бы проект делает тот, который вносит закон. Имейте в виду. Сегодня Минсельхоз внес первый закон, и они вот, я не знаю, они у кого переводили-то. Они перевели закон, ну, наверное, несколько слов был внесение изменений. Но процедура так, между нами, скажем, зато Минфин объявил, что теперь корректировка бюджета будет на 1 месяц дольше проходить.
Помните, да? Потому что они месяц берут на перевод этого текста закона о бюджете. Вообще супер. Теперь корректировка, сказали, будет в апреле, а получим мы его в середине мая, после перевода. Имейте в виду. Я почему, вот Дима, да, как бы хотел сказать, вот Дмитрий Иванович, предваряя события, сделал выставку на 2 языках. Это тоже надо учитывать на будущее, если мы делаем вообще содержание здесь на якутском и на русском языке параллельно. Дмитрий Иванович, как человек передовой, наверное, знал, что Якутия примет такой закон, что теперь на 2 языках обязательно. Правильно? Молодец. Надо похвалить Дмитрия Ивановича. Действительно, и музей истории Якутии в этом году был центровым местом. Все основные мероприятия здесь проходили. Самые главные гости были здесь у тебя, правильно? Дальше. Смотр-конкурс «Наше наследие» провели. Республиканский дом народного творчества и итоги подвели. Сергей Степанович здесь? Его нету, да? Заместитель здесь? А, Сергей вон там сидит, ага. Жалоб нету начальника управления культуры? Хорошо провели или есть жалобы? А? Все тишина такая. Нет, ну все довольны как бы результатами работы жюри. Ну дай бог. Да. Но определить победителя, я так понял, достаточно сложно, оказывается. Да? Особенно в народном, как бы вот фольклорном жанрах. Были ряд замечаний по поводу подведения итогов именно вот театральных постановок в народных коллективах. У нас по Олонхо, вот, некоторые там, скажем, какие-то сюжеты и прочие вещи надо или пересматривать, или обсуждать, или приводить к какому-то снаряжению. Нам делали замечание, чтобы слишком много обнаженных женщин в сюжете Олонхо туда-сюда не бегали. Ну, а вот когда победителя вручали, его победили, кстати, хатасские, да? Там тоже девушка Аббас, и так вся была грудастая и такая, а? Очень сексуальная, да, Сергей? Видел, да? Я вот хотел спросить, почему вы его определили победителем? Просто других не было народных коллективов или из-за каких принципов-то? Но главное, чтобы было правильно, справедливо, чтобы все были довольны, а не по авторитету там Индиры Петровны, надеюсь, правильно, да? Ага. Хорошо, галоконцерт сделали, смотр народного. Мы его сделали 1 раз в год, культурное наследие, больше не будем делать, да, видимо, или будем делать? Как считаете, начальник управления культуры? Нужен он вам? Угу. У Салданских что-то не видел среди победителей, да? Видишь, хочешь победить, да? Ага. Но будем выносить тогда предложение для того, чтобы хотя бы 1 раз в 2 года, да, проводить такие дела, для того, чтобы поддерживать наши народные коллективы. Угу. Ну, хотя бы 1 раз в 2 года, мне кажется, нормально. Ежегодно вообще разругаемся пух и прах. Серьезно говорю. Хорошо. Дойдем до стимуляции. Дальше. Ага. Вот пусть стоит этот слайд, но по тому слайду, да, скажу, Геш, вот Амосов говорит, да, стимуляция. Когда подводили итоги года культурного наследия, Валентина Ивановна Матвиенко ее подвела, и она дала задание нашему Министерству культуры Российской Федерации, чтобы в течение 2 лет оснастить все сельские дома культуры народными инструментами. Так что стимуляция будет, Кеш. Вот деньги будут, вы будете сами покупать народные инструменты. Надеюсь, купите баяны, правильно? И все инструменты, которые необходимо будут. Ну и второе ее поручение было о том, чтобы все-таки был поддержан проект «Земский работник культуры», и мы надеемся, чтобы за счет этой программы, я лично сам думаю, за счет, прежде всего, преподавателей детских школ искусств, тех людей, которые редко в профессии, нам найти и оснастить наши, ну, прежде всего, такие дальние, северные районы, где не хватает кадровых решений. Глава республики в прошлом году подписал 21 мая День песни. Все поддерживаем? Или только один? Автор, помните, кто Калининский, да, двигал? А? Амгинские, вот, амгинские ребята, это вы поющие же такие? Поддерживаешь? Нам не надо будет отсюда приказы отправлять для того, чтобы вас заставлять что-то работать. Вы сами организуете этот день в этом году? Каждый, да? Надеюсь, что в каждом улусе мы будем 21 мая отмечать День песни. Хорошо? Пойдем дальше. К нам приезжал Большой театр, помните?
Только Виктория Анисимова помнит вообще, и Силина. Ага. Наверное, билетов не было, никто туда не ходил, да? А? Ну, к нам приезжал Большой театр. Деньги платило Министерство культуры Российской Федерации. Это было связано с столетним юбилеем нашей республики. Они больше не приедут вообще, в принципе. Ну, потому что это очень дорого. Да. Приезд театра такой стоил 18 миллионов рублей. Пойдем дальше. Издали 1500 экземпляров Нюргун Батура. У всех есть эти книги? А мы ее распределили же, да, Сергей Степанович? Распределили в каждой библиотеке муниципальной, правильно? То есть в каждой библиотеке по одному экземпляру нового есть. Имейте в виду. Пойдемте дальше. А кто на презентации здесь был, кстати, вручали тоже все. Видите, вот кто там сидел-то? Пойдемте дальше. В этом году открыли вот такой музей в Татинском Улусе. Вурдылина не вижу в зале. А есть татинские, да? Не приехали татинские? После обеда приедет. Вот открыли такой музей. Яроева я видел, да? Слава здесь сидит. Вот один из авторов, правильно? Все должны знать об этом. Когда его строили, жители Баеги, сам Борис Федорович говорили, что это будет сильный магнит, притягивающий интересных людей, людей инициативных и вообще тех, которые стремятся к культурной среде. Правильно, Слава? Он закрытый стоит или работает? Угу. Я же всегда рассказываю, что музей это вообще человечество придумало для того, чтобы работать даже лучше, чем Алрос. Все приходят и платят деньги. Правильно? Ну представьте, сколько стоит? 150 рублей стоит вход, билет, правильно? Бесплатно не надо делать, все время 150 рублей или 100 рублей, что платили. Если придет 1 миллион человек, у вас будет 100 миллионов, представляете? И вы будете думать, как же их потратить. Правильно, Слав? Главная задача каждого музея, чтобы каждый человек входил, но платил. Я приехал в музей Ярославского, это я тебе говорю, Николай Ефимович, в Черкех. Я говорю, а что вы билеты-то не берете? Он говорит, а как я возьму начальников-то? Начальник говорит, у нас уважаемые люди, никто не платит. Надо сделать такое правило, чтобы в музей пришли, все заплатили. 100 рублей, но чтобы заплатили. Тогда у нас будет нормальный порядок, и у музея будут какие-то деньги для того, чтобы оборачиваемость и прочие вещи были. И в музей должны приходить люди. Мы установим муниципалитету план посещаемости Татинскому Улусу. Да, Вера Афанасьевна? Он должен увеличиваться за счет того, что вложили туда средства государственного бюджета. И музей должен быть притягательным. Он муниципальный, но тем не менее активно люди должны туда ходить и общаться. Ну, приобщаться к той культуре, которая есть. Почему пример такой говорю? У нас есть такой государственный музей вообще в далеком Оленьке. Правильно? Оленек вряд ли здесь приехал, да? Но они, наверное, нас слышат и видят. И у них тоже есть задача. Да. И вот есть один показатель, это касается всех управлений культуры, да, которые мы туда двинулись. Учитывая наши большие расстояния, отсутствие денег для того, чтобы съездить, дороговизну, там, скажем, ГСМ и прочих вещей, это вот интернет-пространство. По отчету Министерства инноваций 99% Якутии охвачены скоростным интернетом. Правильно? И каждое учреждение культуры должны работать вон здесь, в интернет-пространстве, в виртуальном. В этом году показатели из этих 19,5 посещений 4 миллиона 100 тысяч посещений сделали через интернет-сообщения. Поэтому каждое наше учреждение, сайт должен работать. И вы должны координировать его наполняемость. Заходили, выходили, использовали эту информацию. Правильно? Мы это все знаем, да? Это касается и Оленька, и Баягинского музея тоже касается. Чтобы здесь интернет, виртуальная часть музея, лекции смотрел весь мир, по идее. Интернет же не имеет ограничений. Можно смотреть из-за границ. Пойдемте дальше. Это вообще, это Яна Викторовна, да, видео? А? Это сказ на бивне Бамонта. 8-й фестиваль, который по Костаресову. Да, история была очень сложная. Яна Викторовна, человек пробивной, выиграла президентский грант, надо похвалить. И нам всем научиться
научиться каждому из нас выигрывать эти гранты, потому что теперь по заявке из Москвы деньги не распределяют, они идут только через гранты. В прошлом году у нас Бестинов Дима и Яна Викторовна выиграли президентский грант. Может, я кого забыл сказать, еще кто-то выигрывал? Но эту практику надо продолжить, и мы должны активно участвовать. И господин Карманов, да, его зовут? Вот главный распред кредитов, это у нас был почетным гостем. Да, Афанасий Иванович? Вы сопровождали его. Он теперь знает, кто такие якуты, и ждет наши заявки. До какого числа мы должны заявки давать? С 1 февраля начинается прием заявок. Я думаю, чтобы каждое улусное управление нашли соответствующие условия для того, чтобы активно участвовали и получали гранты на проведение своих культурно-массовых мероприятий, лучших мероприятий. Пойдемте дальше. Опера Нюргун-Ботур. Некоторые критики пишут, почему вы там поставили точку? Надо было написать опера Нюргун-Ботур стремительный, да? Как вы считаете? Может, допишем? Театр оперы и балета кем представлен здесь? О, видишь, ага. Это все равно, что вот назвали вашу фамилию, имя, а отчество забыли, да, типа. Но ничего страшного, есть ли размышления, мы его уже версию сделали, Нюргун-Ботур. Если есть какие-то вопросы, можно для рассмотрения, но в целом опера у нас сыграла свою вещь, она стала, как называется, самой высокой вершиной почти что показа. Во-первых, это национальная опера, во-вторых, ее сделали огромным количеством коллективов, большая коллаборация, да, выступила. У нас участвовал театр оперы и балета, Государственная филармония, театр Ланхо, виртуозы. Все или еще кого-то не назвал? Ну все же, да? Еще кто-то был, да, участников? 4 коллектива было? Да, сделали вообще красиво. И в Петербурге, в Москве аплодировали, приняли вообще хорошо нашу национальную оперу. Вот что думаю, да, как бы предваряя события, все же читаем средства массовой информации. Арсений Сергеевич отработал вот эти 2 дня в Казахстане. Видели, да, информацию? СИА пишет о том, что президент Казахстана Токаев предложил провести декаду якутской культуры в Казахстане. Не мы предложили, это он предложил, Токаев. Так что готовимся. Я думаю, что глава вернется и даст нам поручение, каким образом внести свою лепту в эту как бы декаду якутской культуры. Я думаю, да, один из вариантов, даже особо не думать, Нюргун-Ботур должен быть там, правильно? Как думаете? Ну почему? Во-первых, Нюргун-Ботур — это свежая тема. Костюмы готовы, спектакль готовый. Если мы туда приезжаем своим национальным признаком, у нас сразу туда выезжают 4 коллектива. Мария Васильевна, мы же помним, что ты в Москве из этого коллектива ставила спектакль, правильно? То есть, если туда поедете, то у вас уже отдельно есть постановка. У театра оперы и балета там балетная труппа полностью представлена, правильно? Сразу можем сделать балетные представления. Оркестр выйдет, правильно? То есть оркестр же будет у нас. Очень хорошо. Виртуозы поедут, виртуозы отдельно тоже могут выступить с концертной группой, тем более в составе концертной группы, есть Айсулу Туркибаева, она, по-моему, по национальности представляет Казахстан. Казашка, да? А, кыргызка она? Ну ладно, ошибся. Но, тем не менее, вообще вот если бы так сделать, Нюргун-Ботур решил бы общую проблему. Мы могли бы там рассосаться и сделать, провести. Ну, плюс можно добавить туда якутское кино. Есть еще кто желающий. Ну и вот насчет выставки Влада я не помню. Был же запрет вывозить за границу. А Казахстан у нас за границей. Снят, да? Ну, если запрет снят, то выставочная... Мы тогда вывезем, как ты говорил, Осипова, да, хотела? Да, повезем тогда Осип. Внесем тогда, готовьте все предложения. Афанасий Иванович, вам просьба сделать свод, подготовиться к декаде якутской культуры Казахстана. И все учреждения, кто собирается или какие-то есть предложения, интересно, вносите. Пойдемте дальше. Год матери в прошлом году прошел тоже с нашим активным участием. Здесь все здесь выставлено, какие мероприятия и мы где активно участвовали. Ансамбль Туймада. Без Туймады мы как бы праздник был бы не праздник. Очень хорошо участвовали. Пойдемте дальше.
Ну, про Туймаду скажу, что Туймада еще ездила в Казань. Туймада здесь кто? Здесь, да? Туймада ездила у нас в Казани, привезла нам гран-при. С прошлого года в Казани стали проводить, раньше, помните, был Витебский славянский базар, а теперь будет такой тюркский базар. Казанский базар называется, да? Казанский базар, и будут представлять исполнение песен и инструментальных инструментов тюркских народов. Мы в прошлом году приняли участие, хамусисты, виртуозы были, ансамбль Туймада был, и еще Даша Лаврова из Москвы приняла участие. В этом году, если объявят, то тоже примем участие, так что вот песенные коллективы Улусы тоже можно участвовать. Подготовиться, можно участвовать. Успехи студентов. Внизу стоит девушка из Якутского художественного училища. Кирилл, она еще учится или закончила? Она уже все поступила в Питер, что ли? Уехала? Учит? Готовится к поступлению? Она привезла нам первое золото по направлению живопись. Она же точно первая, да, победительница Дельфийских игр? У нас раньше не было же золота. А второе золото привезла Айсулы Туркибаева. Она в номинации «Скрипка». В жизни нашей республики когда-то Фрося привозила золото на скрипке тоже. Да, с первых. Она была первая. Вот теперь у нас 3 золота. Но надо для начала сказать, что Туркибаева взяла ее в арктических играх. И Станислав Казаренко принес золото в художественных ремеслах. В этом году тоже примем участие в Дельфийских играх, так что ученые образовательные учреждения, готовьтесь. Какие талантливых детей мы дадим возможность показать себя на уровне Российской Федерации. Дальше. Листаем. Даже не листается. Видимо, надо назвать Василия Николаева, который привез серебро в художественных промыслах. Создана единая система Лонхол. Это достижение прошлого года, инициативы, которые имеют продолжение и на будущее, да? На следующее. В этом году мы получили 50 миллионов субсидий, извещение о представлении по порядку распределения этих денег издано, и до 30-го, даже я не сказал, до 30 января мы собираем заявки, расчеты. Думаю, что все документы будут собраны, и после 30-го пройдет распределение по улусам. Дальше. Ну, здесь читаем, да, достижения нашего кино. Тыгын Дархан. Тыгын Дархан, независимый фестиваль евразийского кино в Лондоне принимали в 22 году, что ли, да? Кажется, как будто очень давно. Но успели съездить в Лондон до закрытия, кстати. «Не хороните меня без Ивана». Главный приз за лучший фильм на фестивале «Зимний». Это главное достижение уходящего года. И фильм «Айта» получил 2 аж награды на фестивале «Зимний» за лучшую режиссуру и за лучшую актерскую работу. Последний фильм – это «Амга Продакшн». Да, Ванс? Амге снимают кино? Ты смотрел фильм «Молодость»? Надо сходить посмотреть. Здесь сидящий кто-то смотрел фильм «Молодость»? Ребят, если мы работаем в этой отрасли культуры, то мы должны быть там встроены и понимать, что вообще происходит. Это мы, герои этих фильмов. Я вообще вот Амгинским хотел бы сказать, чтобы они вообще посмотрели. И не просто посмотрели. Мне сказали, что трансляция идет YouTube прямой, да? Я бы хотел сказать собственное мнение, но очень интересный фильм. И очень имеет отношение к Амге. Там всем рулит человек в кинофильме, того зовут Руслан. Ты знаешь, да, Руслана? Ага. В Амге все знают Русланов, правильно? Он один, видимо. И нового главу зовут Степан, да? Фильм начинается от Руслана и заканчивается Степаном. Вы подумайте. Фильм сложный, очень сложный. Это вызов всем нам, которые лишаем свое поколение будущего, молодости. Ты посмотри, это не красивый фильм, это сложный фильм. Посмотрев его, надо подумать, что в Амге люди живут несчастливо. Ты посмотри его. Или общая такая тенденция, что в деревне у нас, к сожалению, молодежь спивается. Там есть у вас одно только радостное место. Магазин «Колос», где продают водку. И дискотека, которые встречают тех, которые вернулись с армии и провожают в армию.
Обязательно посмотри. Фильм такой, который нельзя пройти мимо. Дальше. Национальный проект «Культура». Мы отработали по всем показателям очень хорошо. Открыли Дом культуры в селе Эге Вилюйского улуса. Тасагар, вернее. Примечательность этого проекта тем, чтобы этому Дому культуры в этом году и в прошедшем 22 году исполнилось 100 лет. Дашевская здесь едет или не приедет? Ну ладно. И она смотрит нас онлайн, да. Похвалим, что все-таки в Вилюйске сделали Тасагар, а в следующем году у нас откроется еще в Тымпе Дом культуры и в Кемпинде Сунтарского улуса. Укрепили по культуре Малой Родины 18 домов культуры, в этом году было меньше, да, 15, да? И улучшенным ТБ 48 учреждений, это по нарастающим нацпроекта «Культура». Пойдемте дальше. Получили 5 автоклубов. Получили их осенью, они себя еще полностью не показали, правильно? Но они есть в Усалданском улусе, Амгинском, Верхневилюйском, Вилюйском и в городе Якутске. Как только потеплеет, я надеюсь, автоклубы в этом году начнут работать и покажут свое достоинство для того, чтобы другим улусам через год, да, у нас проект повторяется, через год, в 2024 году у нас будут новые автоклубы. Пожалуйста, от улусов ждем заявки для того, чтобы рассмотреть на предоставление такого автоклуба. Самый существенный автоклуб купили Вилюйский улус на базе КАМАЗа. Ну, дорогой, но зато надежный, да, куда угодно доберется и прочее. Посмотрите внимательно, как будут использовать Дашевская клуб Вилюйский. Дальше. Мы получили 85 миллионов рублей из федерального бюджета в этом году, и будут реализовываться 2 школы креативных индустрий на 2 учебных заведениях. Художественное училище и колледж культуры и искусств. Кирилл Петрович, мы вчера общались, да, встречались. Кирилл Петрович, я согласен, спасибо. Вот человек же от общения богаче становится. Мы получили эти школы креативной индустрии с одной части тоже для укрепления материально-технической базы наших учебных заведений. То есть твое предложение, чтобы его использовать для преподавания и проведения уроков, имеет место быть. По идее, я готов как бы рассмотреть, пересмотреть свое мнение для того, чтобы, ну, был двойного, как сказать, ну, приспособления. Да, в Москве тоже подтвердили, знают о том, что эти деньги мы давали для того, чтобы поддержать наши учебные заведения. Не просто там школа, хорошо? Но в квартале труда мы должны быть, но ты посмотри, может быть, действительно там что-то другое воткнем, имей в виду, хорошо? Который касается части креативных индустрий. Дальше. Вот здесь инклюзивные творческие лаборатории культуры у нас есть. Это сложный проект, кстати. Индира Петровна, ты в курсе, да, этого проекта? Нам с тобой надо будет потом поговорить и встретиться, потому что я не знаю, чем закончится этот проект Чичир-Марха. Да, смотри. Гений места у нас реализуется в 6 модельных библиотеках республики. Если называть, где реализуется, не все, наверное, знают начальник управления культуры или знают, Вера Афанасьевна. Если не знают, то добей до тех, чтобы каждого знает, чтобы знали. Дальше. Ну, Пушкинская карта. За прошлый год выдали 47 тысяч карт. Показатель равняется 38% от количества ребят, которые в возрасте от 14 до 23 лет живут на территории нашей республики. Есть определенная сложность. Почта-банк нам не может сказать, сколько человек в Кабайском улусе, сколько человек в Татинском, сколько человек в Мегино-Кангаласском улусе держат эту карту. Но они нам дали прописки этих ребят. Но с другой стороны, ребята с пропиской, многие живут уже в Якутске, учатся, являются студентами. Но наша общая задача, чтобы держателей этих карт было больше. Мы дадим количество людей, которые живут на территории вашего района. Мы сделаем, да, это, Николай Васильевич? Такого возраста. По идее, вы тоже знаете, что, которые могут держать эту карту. Это деньги, которые по инициативе президента нашей страны Владимира Владимировича Путина предоставлены нашей отрасли культуры, для того, чтобы мы воспитали будущее нашей страны. Это наши деньги, ваши деньги. Вы должны, мы всегда же, когда говорим, давайте дома культуры проведем платное мероприятие, говорите, у населения денег мало, люди не ходят. А вот тут государство дает по 5 тысяч рублей каждому человеку. И эти государственные деньги должны вложиться в воспитание этого человека, культурное воспитание. 2000 можно потратить на кино, 3000 на другие мероприятия. Можно 5000 все вместе. Ну так, для всех самым интересным молодежь куда пошла, знаете? А?
Вот все пошли на Полину Гагарину. Сразу 8 тысяч человек было, да, или сколько было? Да, 8 миллионов, по-моему, да? 8 миллионов денег по пушкинской карте ребята вложили на концерт Полины Гагариной. Вместо нас. Мы теперь активно должны придумать мероприятия, проводить мероприятия, чтобы количество желающих становилось больше, и активно к нам они приходили работать. Это наша общая задача. Если у каждого там муниципалитета какого-то будет получаться лучше, мы будем делиться опытом и вместе работать. Афанасий Иванович Ноев возглавляет эту тему. Лена Гафон у нас в министерстве тоже работает, но мы будем создавать с учетом наших учреждений проектный офис для того, чтобы как же так модельной библиотеки активизировать этот процесс. Хорошо? Мы хотели его дальше укрепить Алмаз-Эргенбанком, и в этом году пошли дальше, но пока проект еще не утвержден, но в целом идет, чтобы поддержать прокат якутского кино. Возможно, мы сделаем такой кэшбэк, если ты там 3 раза сходил на кино якутское, получишь обратно свои деньги. Ну, для того, чтобы поддержать, во-первых, прокат, поддержать кинотеатры и якутское кино, наш бренд. Пока так формируется проект, возможно, будет дальше по-другому, ближе к проекту «Пушкинская карта». Имейте в виду. Здесь показатели у нас требуют улучшения. На Дальневосточном федеральном округе мы где-то в середине, ну, не совсем минусовые, но такой середине по этим показателям, но лучшие здесь буряты. Улан-Удэ нам здесь показывает пример. Я не знаю, каким образом его добились, но они готовы поделиться секретом успеха. Афанасий Иванович, у тебя будет возможность сформировать группу, если будет проектный офис такой-то, съездить, посмотреть, как работает Бурятия. И внять. Основная задача, конечно, мы хотим, чтобы это сделало Министерство образования. Но они говорят, что это ваша как бы тема, ребята, работаем, давайте вместе. Поэтому придется работать вместе. В этом году мы поедем так и так в Улан-Удэ, в любом случае каким-то составом, потому что Бурятия в этом году отмечает 100-летний юбилей, такой, какой мы отмечали в прошлом году. Поэтому имейте в виду коллективы, мы будем как бы так представлены в Улан-Удэ. Здесь есть те, которые заканчивали, да, Институт культуры Улан-Удэ? Ну тогда у вас есть как бы не совсем как бы пропавшая память, да? Будем работать с Улан-Удэ. Саха-театр собирается ехать в Улан-Удэ, да, Петя Тимофеевич? Ага. Ты что, заболел? Почему маски-то? Ага. Тогда садись чуть подальше-то. Ага. Ага. А то заразишь там всех директоров. Смотри, вот Саха-театр хотел ехать в Улан-Удэ, правильно хотел ехать, поддержать юбилей и прочие вещи. Я вчера разговаривал с Росконцертом, Росконцерт, в принципе, готов рассмотреть твою возможность посещения Улан-Удэ. Если Улан-Удэ поедет Саха-театр, туда поедет и НХМ тоже. Вы вместе делаете проект, чтобы в этой, как называют, части багажа была заложена транспортировка картин. Осипова еще лучше. И Русский театр академический, Саш, просил ты посетить Благовещенск, Благовещенске поддерживать. Я разговаривал с министром, министр в понедельник будет в Москве и будет договариваться, чтобы мы туда попали, ты туда попал, и они к нам приехали. В принципе, я думаю, что эти проекты мы сделаем, что вы один туда, другой туда поедете. Пойдем дальше. 100-летие архивной службы у меня прошло мимо, я вообще не участвовал. Петр Васильевич здесь? Нормальный был праздник? Ну, если ты доволен, то значит хорошо. А? У нас в архивном фонде числится 2 миллиона, хранится, вернее, 2 миллиона единиц ценнейшей информации. Число, которых пользуется информацией, 104 тысячи человек. Мы должны работать, чтобы здесь миллион, наверное, да, было? Интерес к архивам больше сказать. Пока не прошли мимо архив, да, я скажу, что в этом году мы получили приглашение от Акимата Северо-Восточной Казахстана. Знаешь, да, Петь? И они написали письмо, что они помнят Максима Кировича Амосова, и что он являлся руководителем областного комитета партии именно вот это Петропавловского. Акимат — это область, видимо, да? Под-казахский. Акимат называется. И они заявились. Я думаю, что архив и музей Ярославского, где у нас музей государственности, мы должны участвовать в этом проекте. Я прошу, чтобы ваши работники, сотрудники, которые изучают биографию Максима Кировича Амосова, изучают государственность Якутии, предоставили свои доклады. Хорошо? Пока они регистрируют, если не ошибаюсь, до какого числа, в онлайн-порядке. Намский улус здесь представлен же, да? И это для вас тоже родина Максима Кировича Амосова, чтобы мы туда поедем и примем участие в рамках всех этих декады. И если нас будут приглашать, мы формируем какую-то делегацию. Я Алексеем Ильичем Еремеем обсуждал вопрос. В принципе, поддержка будет. То есть смело доклады пишите. Угу.
И просьба, один официальный доклад от республики надо было сделать общий. Это кто будет делать? Ира здесь, да, Тюргелева? И Вера Афанасьевна, Матрена Михайловна, сформируйте, ладно, общий государственный такой доклад от республики про Максима Кировича Амосова. Он в прошлом году, наверное, был, да? А кто доклад делал? Еремеев делал, да? Ага. Ну, смотрите, сделайте такой доклад, чтобы он был. Дальше. А вот у нас это итоговая картина, посещаемость наших музеев. Смотрите, было 2019 год берутся за основу. Я объясняю для всех. Это касается всех. 12 миллионов 100 тысяч человек посещений у нас было зафиксировано в показателях 2019 года. Это отправная точка. Мы отсюда идем дальше. За прошлый 2021 год, в 2020 году из-за пандемии не учитывали вообще это показатель. В 2021 году мы добились, что у нас посетило 16 миллионов было посещение наших учреждений культуры. Это библиотеки, это дома культуры, это театры, это кинотеатры, это музеи. Все мы, парки тоже входят. С этим показателем за 2021 год мы заняли 5-е место в рейтинге в Российской Федерации. Здесь показатели не говорят, здесь говорится как бы вот процентное соотношение почему-то берется за основу. Мы впереди Москвы, Петербурга, там на первом месте, если честно, это Брянская область. Почему-то. Ну, потому что за основу взят 2019 год. Впереди нас на Дальнем Востоке только Сахалин. Но в этом году мы сделали еще лучше. Видите, 19,5 посещений. Что мы улучшили? Улучшили работу дома культуры в районах. Потому что поставили 621 федеральный счетчик. Каждый начальник управления знает, что у вас в домах культуры стоят федеральные счетчики. Все знают? Зашли, вышли, все считается. Это Сергей Степанович Семенов координирует. Правильно, Сергей? Сергей Степанович координирует, и он показатель от 900 тысяч, который был в 2019 году, поднял в этом году до 5 миллионов 100 тысяч. За это я хочу сказать слова благодарности каждому начальнику управления, каждому директору Дома культуры. Спасибо, ребят. А где аплодисменты-то? Национальная библиотека здесь кто сегодня? Где здесь, Сергей Иванович? Дядя? О, тоже болеем, да, Сергей Иванович? Ну смотри, не болей. Это Сергей Васильевна делает из этого показателя 6 миллионов с лишним. Делает не только это 503 библиотеки, библиотечная система. Хорошо, что мы сохранили системность библиотечной системы. Не дай бог, если бы мы оторвались, у нас это мы не собрали бы показать. Спасибо, Сергей Иванович. Тебе, ты как у нас, как говорят, как называется, лидеры, которые идет в фарватере. Ты самый главный у нас корабль, который ведет нас вперед. Спасибо библиотечным работникам. А третье место мы показали по обращению к цифровым ресурсам. Это тоже вызовы времени, это тоже самый креативный регион, это как работает у нас все-таки интернет. За это всем как бы спасибо. Мы сюда вынесли наши городские и районные парки отдыха. 1 100 000 посещений. Кино, 1 000 000 посещений Якутской. Ну и остальные, меньше всех, конечно, посещаемых показывают кто? Театры, в которых вкладываем больше всех денег. Что-то наоборот. Ну, в театрах не хватает посадочных мест, наверное, поэтому. Не, серьезно говорю. Но, ребят, поэтому задача стоит перед учреждениями, театрами, да, развивать цифровую часть. Понятно? Увеличить виртуальную часть, виртуальную посещаемость каких-то вещей. Хорошо? Вот 19,5, посмотрим рейтинг какой будет. Но этот показатель, к сожалению, растет и растет, он обратно не падает. Здесь Николай Васильевич не нарисовал 2030 год, да, какой? А? К 2030 году мы должны его повысить до 30 миллионов посещений. В принципе, если так будем работать, мы должны его достигнуть за счет того, что цифровые ресурсы будут увеличиваться. То есть наше направление все-таки это организация работы прежде всего музеев и театров, вот в цифровой части. Дома культуры мы на подсчет хорошо подставили. Библиотеки показатель правильный, особо нет. Но с другой стороны, библиотека тоже пошла же по пути цифровизации и этого, да? У вас же тоже, Сергей, будет увеличиваться показатель. Так что все запомнили показатели. Я приехал в Хангаласский улус, здесь Фёкла здесь, да? Кто у нас начальник управления сейчас? Фёкла нету опять? Как кого не назовут, того нету. А вообще кто есть-то? И вот Фёкла спрашиваю,
а сколько у тебя посещаемость по району? Она не знает, но через час узнала, и теперь она это знает. Я когда в любой район приезжаю, спрашиваю первый день, какая у тебя посещаемость учреждений культуры, сколько учреждений культуры. Это должны знать каждый начальник управления, даже если ночью проснули. Хорошо? Если вы говорите, это я не знаю, мой заместитель знает, тогда мы заместителя сделаем начальником управления. Хорошо? Это как кино. Если мы воюем, то значит командир должен знать свою армию и свои показатели. Это касается всех. И учреждений государственных тоже. Так же, да? Каждый же директор знает музея и театра свою посещаемость и плановые задания. От этого зависит, кстати, финансирование тоже. Пойдем дальше. Стратегия развития библиотечного отдела принята в прошлом году. Да? Все знают об этом? Мы почти первые, да? В Российской Федерации первые приняли стратегию развития библиотечного отдела. Мы долгое время были одними из первых читающих регион. Ну, уже не модно стало, да, Сергей Васильевич, поэтому уступили, но мы все равно в пятерке или в десятке лучших всегда. Молодцы. Так и будем работать дальше. Вот про библиотеку я сейчас буквально, когда шел сюда, давал небольшое интервью пресс-службе, да, говорил о том, что на самом деле вот чтение книги – самый сложный механизм, который придумало человечество. И себя заставить надо читать книги хотя бы раз в неделю, в месяц. Оно, во-первых, выстраивает логику мышления. Некоторые же говорят, человек, который вот, а этот болтать умеет. Знаете, почему болтать умеет? Потому что он, во-первых, знает то, что болтает, во-вторых, читает. Если читать не будешь, ты скоро разучишься говорить, будешь говорить. Надо слова-то запоминать и читать. Потом, это дальше. Культура чтения – это самое сложное, потому что ты, когда читаешь, ты сам себя заставляешь воображать. Ты делаешь кино, проект, сюжет из того, что прочитано. Правильно же? Так же? А мы сейчас облегчаем молодежи, показываем по этому сюжету кино, спектакль, еще анимационное кино, чтобы легче было человеку воспринимать целый материал. А чтение называется самым сложным и самым высоким искусством, по идее. Мы должны вот так подвигать чтение, чтобы это было действительно читать. Я умею читать. Человек говорил гордо. Правильно? Сергей Иванович, согласны со мной? Я надеюсь, что вы все скоро будем встречаться в читальном зале библиотеки. Хорошо? Хотя бы раз. Мы вообще можем провести следующее совещание в читальном зале библиотеки, да, Сергей Иванович? За чтением интересно. Сергей Иванович мне на каждый Новый год подарок делает, знаете? Каждый год дарит книгу. Я взял за себя ценность, я ее читаю обязательно, Сергей Иванович. Вот. Просто так, не ложу так. Она красивая, конечно, книга. В этом году читаю Хемингуэя. Я прочитал ту часть, эту книгу. Она легко читается. Дальше пойдем. Насчет цифровизации, это еще предмет, вам еще его покажут. Так, Сергей Васильевич? Всем покажут, это очень интересно, сложно, но она будет помогать не только делать оцифровку старых, да, как бы вот бумажных носителей, она еще может делать виртуальную лекцию, она может делать, подвигать новые проекты. Так же, да, я так понимаю? Это наше будущее, по идее. Дальше. Мы участвуем в специальной военной операции, поддерживаем. На моей памяти из наших государственных учреждений ушли служить 10 ребят. Каждое учреждение помнит своих, да, бойцов? Никто же не упал еще в смерти храбрых. Наша задача их поддерживать и не забывать. С улусов, насколько я помню, ушло 22 или 27 человек. Каждый начальник управления, по идее, свою должен знать и помнить, и держать связь, ребят. Это наша святая обязанность. Мы провели концертные в воинских частях. В этом году задача будет такая, чтобы мы участвовали в концертной части в госпиталях, это раз. Возможно, в зоне тех новых субъектов Российской Федерации, которые прикреплены за Якутией, это город Кировская, Луганской Народной Республики. Имейте в виду. Здесь есть ребята, которые были на территории, правильно? Были на территории, встречались и помнят эту задачу. Это наша общая задача. Встречаться с ранеными будем и дальше. Это те люди, которые возвращаются в строй, и их надо слушать, быть психологами. Я много говорю, но вот когда встречались с ранеными, говорили все раненые. Я вообще не говорил, я просто слушал их. Часа два сидел и слушал, и каждый из них рассказал почти сюжет небольшого спектакля, такого, короткометражный фильм «Последний бой». Они все помнят его, как получили последнее ранение. Почему-то у них вот хочется это именно рассказать. Я не мог как бы кого-то остановить, но выслушал всех.
Не так много было, но это миссия перед нами всеми. И продолжится в этом году. Дальше. Программа развития культуры. Видите, в 2021 году у нас было 5 миллиардов 712 миллионов, 6 миллиардов 640 в прошлом году. В этом году, видите, 7 миллиардов 370. У каждого возникнет вопрос, а почему нам не хватает денег, да? Съедает инфляция, содержание, прочие расходы. И у нас в этом году в программе появилось образование. Видите, это почти где-то 600 миллионов рублей, да, или 500 чем? Сколько, Иван Васильевич? Образование, сколько у нас миллионов? 650 миллионов рублей появилось образование. Они раньше были в программе образования у Министерства образования. Ну, поскольку наши все жаловались, что к ним относятся как этим, отчим относится к кому? Пасынку, да? Ну, мы взяли себе теперь. Теперь все образованцы вы у нас. Но нам казалось, что когда Министерство образования получает деньги, своим дает 80%, а нам дает 50% содержания. Возможно, это неправда, но тем не менее вы просили, все образовательные учреждения, теперь пишите письма сюда. И когда деньги получаем, мы вам делим тоже сами поровну. Внебюджет. В прошлом году у нас внебюджет чуть вырос. За 2020, да? Мы заработали 305 миллионов. 350, понятно? 350 миллионов. Это все учреждения государственные. Имейте в виду. В этом году вот плановые задачи какие поставили в бюджет? Ну, у тебя же нарисовано, видишь, сколько-то. Иван не знает, но он узнает. Зато фонд оплаты труда примерно стоит одинаковый, да, чуть-чуть больше растет. Пойдем дальше. Следующий сюжет, видимо, касается средней зарплаты. Средняя заработная плата работников культуры в этом году вышла, видите, 76 989 рублей. Это предварительный показатель, но это наша средняя зарплата. Знаете, почему так? Амге, я как званца знаю, поэтому все время спрашиваю. Сколько средняя зарплата? Неужели не знаешь ты что? Видимо, не знаешь. Не может быть. Там Амга не указано, это республика стоит. У тебя меньше, чем 70 тысяч. В Мегино-Кангалском 64, а в Кобяйском улусе сколько? Надо знать, ребят. Средняя зарплата показатель не очень правильный, но он характеризует общее течение денег, сколько денег мы вкладываем. И у нас, у всех в муниципальных образованиях есть проблема. Проблема какая? Проблема в том, что в свое время мы оставили не только основных работников, но оставили персонал, который получает зарплату по МРОТ. А МРОТ у нас сколько? 40 тысяч, да, примерно, или 30 с чем-то? 40, да, где-то? 38 тысяч, ну, примерно 40. А средняя, видите как? Для того, чтобы с учетом их сделать зарплату, мы увеличиваем зарплату себе. Представляете? Ну, вы примерно понимаете, да, систему? И наша общая задача найти выход из этой создавшегося положения. У нас вот здесь показатель оценивается 7700 человек. Да, показатель средний берется 7700, да, Иван, я помню. И вы должны тоже каким-то образом основных работников оставить и вычленить этой группы. В свое время в Намском улусе мы хотели это сделать. Я часто это говорил, наверное, не первый раз, потому что вот мы содержим клуб, мы содержим ДШИ и прочее, они являются все музей муниципальными учреждениями. И обслуживающий персонал можно было вывести в муниципальное управление, учреждение. С сохранением зарплаты, социальных гарантий, но не приравниваясь с показателем майского указа президента. Было бы всем полезно для того, чтобы показывать, во-первых, правильную картину, справедливую картину для всех. Потому что, когда я в район приеду, скажу, что у нас зарплата 76 во время отчета правительства, кто-то из зала станет, что ли, министр, вы меня обманываете, у меня зарплата, скажет, 40 тысяч, правильно? И я буду его долго убеждать, что это средняя зарплата, а он будет обиженный на нас. Скажет, кто-то получает больше, а я получаю меньше. Поэтому к этому мы должны стремиться, и исходя из этого, мы каждому в этом году 208 миллионов рублей в декабре месяце мы вложили в УЛУС, для того, чтобы вы дотянули до плановых показателей средней зарплаты. Вы все их отдали? Вы знаете об этом, да?
Некоторые начальники управления культуры не знают, оказывается. Глава их получает и отправляет на другие цели. Поэтому второе письмо я отправил прокурору, учитывая опыт прошлого года. Дорогой прокурор, я в Ленский район отправил столько денег. Проверь, пожалуйста, отдали они работникам культуры или закрыли другую брешь. Имейте в виду. Когда вас будут спрашивать, прокурор, куда вы дели деньги, считайте, я написал это письмо. На всякий случай. Чтобы были все честные. Потому что не все начальники управления культуры не знают, что деньги поступили именно на зарплату работников культуры. А глава, тем более некоторые главы поселения это распределяют, они нарушают постоянно вот общую картину этой. Средняя зарплата – это наш показатель, который мы держим ответ перед президентом страны, и мы должны это знать. Как формируется? Мы где-то в середине года, в июне месяце, получаем от Министерства труда письмо, которое нам говорит, какая будет средняя трудовая зарплата по региону. И перед вами ставим задачу. Письмом рекомендательным ставим размер средней зарплаты. Это наша работа общая, которую вы должны знать и следить, и выполнять. Хорошо? Пойдем дальше. Ну, задачи 2023 года. Первое, я обозначил бы Пушкинскую карту. По нас проекту культуры все знают, что мы получим, да? Отремонтируем детские школы искусств, отремонтируем дома культуры. Вы должны все, что происходит у вас, знать. Введем 2 дома культуры, начнем строительство 2 домов культуры. В Чурапчинском улусе начнем в Толоне и начнем в селе Крестях, Сунтарский. Музеи впервые в этом году по нас проекту получат оборудование и ремонт музеев. Я к чему говорю о том, что вот по нас проекту каждому интересен тем, что вы должны делать уже проектно-сметную документацию, участвовать для того, чтобы мы получили больше денег с федерального бюджета на 2024 год. Произведение Ивана Шишкина привезем, это будет хорошо, если внедрим поддержку кинокешбека, вот это основные направления у нас здесь. В этом году мы должны организовать и принять новую программу по поручению главы сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей. Огромная задача. Андрей здесь Мартынов сидит, правильно? Видишь, да, Андрей? Ты там главный исполнитель. Институт геокультурного развития – это наш сводный, проектный, сервисный центр, который будет формировать все мнение сообщества культуры, правильно? Общая задача в конце этого должна стоять другая забытая задача, да, Надежда Михайловна? Которую мы когда-то в советское время воспитывали, гармонично развивающаяся личность нового поколения. Знающий Пушкина, читающий литературу, который ходит в музей, в театр и любит свою родину. Подходы могут быть разные, Андрей, имею в виду осторожность. Я знаю из своего жизненного опыта, что программу пишут по-разному. Иногда дают туда деньги, иногда не дают деньги. По-разному. Но результат – это сложный результат воспитания человека. Правильно? Цирк тоже участвует в воспитании гармоничного человека, нет? Или в цирк приходят люди только радоваться? А? Да, вот поэтому радоваться – это тоже является воспитанием гармоничного человека. Следующее – все? Отчет принимаете? Ну все, спасибо. Сейчас, по идее, Анастасия Ивановна должна... Вот здесь, Жень, попрошу для обращения всем 5 минут, попросила Августа Марфусалова, да? Спасибо за предоставленное слово. Я от имени Общественной палаты Республики Саха-Якутия и Общественного совета Министерства культуры, вас, который представляет лицо республики не только здесь, но в Российской Федерации и в мире, поздравляю с наступившим Новым годом и желаю дальнейших успехов, которые вы достигли. А успехи у вас, как и из отчета министра, вытекают очень высокие и очень сильные. Но я хочу к вам обратиться по одному моменту. Вот Организация Объединенных Наций продлила действие десятилетия коренных народов. Кроме того, объявлено десятилетие языков коренных народов. Недавно объявлено. Вот в связи с этих позиций и в русле того указа, который подписал Путин 9 ноября, я бы вас просила о следующем.
Меня вот, когда отчитывалась, один отчет был по языковой ситуации в Государственном собрании Илтумен, поразило следующее. В начале 90-х эвенки владели и говорили своим языком только 4%. А в этом году этот процент достиг 11%. То есть это о чем говорит? Что за 30 с чем-то лет национальной политики в отношении коренных малочисленных народов Севера республика достигла определенных результатов. Но это очень сложный процесс, понимаете? И то, что в числе исчезающих и малочисленных этносов у нас 6 считается по закону Республики Саха-Якутия, я бы очень просила помочь этим людям. А я, насколько я знаю из практики, в сегодняшнем дне очень как-то этот вопрос отходит на сторону. Учреждение культуры играет основную ведущую роль в духовно-нравственном воспитании, культурном воспитании людей. А язык, песни, танцы, одежда, национальное прикладное искусство – это то, что позволяет сохранять этническую самобытность людей. Исходя из этого, я вас очень прошу, особенно Управление культуры на местах, и, значит, все учреждения государственного плана, вот как-то в своих планах, не только в годовых, а повседневных планах, вот учитывать эту составляющую, этническое многообразие Республики Саха-Якутия. К сожалению, ни в докладе, ни в выступлении перед этим, ни в фильме не промелькнула роль работников культуры в сохранении согласия и дружбы многонационального народа Республики Саха-Якутия. А это главное для спокойствия и мира. Когда мы понимаем русские, эвенов, якуты, украинцев и так далее. Вот я бы на это обратила ваше внимание и просила бы очень бережно относиться, особенно в сегодняшней ситуации, вот к проблеме индивидуального характера. Спасибо. Слово для выступления о работе Рескома профсоюза работников культуры Республики предоставляется председателю Саха-Якутской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников культуры Анастасии Ивановне Самсоновой. Спасибо. Уважаемый Юрий Степанович, дорогие коллеги, поздравляю вас с наступившим Новым годом. И 2023 год Федерация независимых профсоюзов России объявлен годом укрепления и развития социального партнерства. И очень отрадно, что сегодня мы первое мероприятие начинаем совместным отчетом с нашим главным социальным партнером, с Министерством культуры и духовного развития Республики. 2022 год для профсоюзов был объявлен годом цифровизации и информационной работы профсоюзов, но в связи со специальной военной операцией на Украине были внесены корректировки в деятельности нашей организации. Это, конечно, в части поддержки мобилизованных и членов их семей. Из числа работников культуры, членов профсоюза, мобилизовано у нас из нашей республики 34 члена профсоюза. Из них на сегодня 2 получили ранения, и, к сожалению, 1 погиб. Они все из Нижнеколымского улуса. И каждому мобилизованному мы оказываем материальную, моральную помощь. Из бюджета республиканской организации личных средств аппарата Рескома мы перечислили 227 330 рублей Северо-Восточный фонд Донбасс. На стороне не остались и наши профсоюзные организации. И они
значит, организовали сбор теплых вещей, медикаментов, перечислили однодневные зарплаты, и на сегодня оказана материальная помощь в размере более 6 миллионов рублей. И эта работа у нас продолжается. Но укрепление профсоюзных рядов остается важным направлением работы каждой профсоюзной организации. По итогам года количество работников культуры, искусств и средств массовой информации, где действуют профсоюзные организации, составляет 11 839 человек. Из них членов профсоюза 9 058 человек, что составляет 76,5% от общего количества работающих. При всем это самый лучший показатель по дальневосточному региону, и мы находимся на 10-м месте по Российской Федерации. По оплате труда с 1 января и с 1 сентября произошло повышение фонда оплаты труда, но вы все об этом хорошо знаете, поэтому я цифры повторять не буду. По предварительным данным, как и уже отметили, средняя заработная плата работников культуры составляет 76 989 рублей, что составляет 100,8% к среднему доходу, трудовому доходу по республике. Мы вот на днях получили проект постановления правительства республики о повышении заработной платы с 1 января 2023 года на 3% преподавателям ДШИ, высшего и среднего профобразования и основному персоналу учреждений культуры на 6,3%. Но так как данное повышение не решает вопрос повышения реального содержания зарплаты и не обеспечивает дифференциацию в системе оплаты труда, мы настаиваем на повышении фонда оплаты труда не менее чем на 7,7%, и второй этап предусмотреть с 1 июля с учетом фактического среднемесячного дохода от трудовой деятельности с перерасчетом с 1 января 2023 года. К сожалению, очень долго проходит процесс согласования и принятия нормативных актов после принятия постановления правительством республики о повышении зарплаты. Но если сейчас еще и будут переводить на якутский язык, значит еще продлится. И еще одна проблема видится: необходимости своевременной индексации заработной платы. По восстановлению объективной дифференциации в оплате труда работника бюджетной сферы Реском предложил принять на федеральном уровне базовые оклады для работников культуры и искусств. В случае утверждения базовых окладов на федеральном уровне вопрос структуры заработной платы был бы снят с повестки дня. По правозащитной работе мы в этом году особое внимание уделили нарушению прав профсоюзов в части перечисления профсоюзных взносов, и выявлено нарушений в 492 учреждениях. В основном это на поселенческом уровне, и мы ликвидировали задолженность по профсоюзным взносам на 1 800 000 рублей. В 2022 году внештатными правовыми инспекторами труда Рескома была проведена проверка прохождения диспансеризации работников культуры. Проверкой охвачено 280 учреждений из 20 улусов республики, и мониторинг показал, что 63,3% от количества прошедших опрос проходят диспансеризацию. Большинство диспансеризацию прошли без письменного заявления, устно предупредив работодателей, но с сохранением заработной платы. Причина – невозможность прохождения диспансеризации за 1-2 дня из-за распределения талонов на прием к врачам. В свое время внештатными инспекторами труда была проведена проверка выплаты компенсации
коммунальных услуг работникам культуры, проживающим и работающим в сельской местности, выявлено, что в 10 улусах и районах не выплачивают данную компенсацию. И в связи с этим Рескомпрофсоюза обратился в Федерацию профсоюзов республики, которая в свою очередь направила письмо на имя прокурора республики. Ждем реагирования. Внештатными правовыми инспекторами труда проведен также мониторинг организации дистанционной работы в учреждениях культуры и искусства республики. Проверкой было охвачено 186 учреждений из 10 улусов республики. Выявлено, что большинство учреждений не производили компенсацию за понесенные расходы при дистанционной работе. И постановлением правительства республики от 28 июля 2022 года дистанционным работникам установлена компенсация в размере 917 рублей 9 копеек в месяц. Финансирование расходов на данные выплаты осуществляется в пределах средств, выделенных на содержание государственных учреждений республики. За отчетный год направлено 5 представлений работодателям на нарушение норм трудового законодательства. Все нарушения устранены, восстановлено на работу 3 незаконно уволенных работника. К сожалению, главы местных поселений принимают попытки увольнения руководителей учреждений культуры по мотивам совместной работы близких родственников в учреждениях культуры, считая это нарушением федерального закона о противодействии коррупции. Но так как руководители учреждений культуры не являются ни государственными, ни муниципальными служащими, и учреждения культуры не входят в перечень учреждений, где нельзя работать близким родственникам, нам удается их защитить и восстанавливать на работу без судебных разбирательств. Если сравнить с 2021 годом, то в отчетном году меньше было направлено представлений работодателям, судебных разбирательств нет, меньше поступило жалоб. Это показатель эффективной работы профсоюзов в досудебном порядке. По социальному партнерству мы в этом году заключили 2 соглашения с Министерством культуры и Министерством инноваций Республики на 2022 и 2024 годы. Внесено 496 поправок проекта коллективных договоров учреждений культуры и СМИ Республики, в основном по социальной защите мобилизованных граждан. В большинстве коллективных договоров не установлена индексация заработной платы, и как отрицательный момент отмечаем отсутствие должного контроля сторон социального партнерства и, как следствие, нарушение сроков заключения коллективных договоров более чем на 3 года. По информационной работе важную роль, в информационном обеспечении членов профсоюза играет отраслевая газета «Голос профсоюза», выпуск которого мы возобновили в этом году. Мы создали новый официальный сайт нашего Рескома, создали телеграм-канал СЕРО ОПРК, были внедрены QR-коды со ссылкой на сайт Рескома и ссылкой на подписку на телеграм-канал. После 3-летнего перерыва в связи с пандемией в отчетном году мы провели СЭХ профсоюза культуры на высоком организационном уровне. Многие коллективы вышли с руководителями учреждений. СЭХ посетил и приветствовал Юрий Степанович Куприянов. 2023 год, как я сказала, объявлен годом укрепления и развития социального партнерства профсоюза. И в этом году мы отмечаем 70-летие со дня создания нашего министерства и нашей республиканской организации. И в связи с этим планируем совместно провести СЭХ работников культуры и семинар для руководителей дальневосточников. Призываем всех принимать активное участие. И хочу поблагодарить Юрия Степановича за предоставленную возможность сегодня здесь выступить. Коротко у меня вот такая информация. Спасибо всем за внимание. И разрешите вручить по ходатайству правкома первичной профсоюзной организации Министерства культуры и духовного развития, награждение.
Памятным юбилейным знаком «100 лет профсоюзам Якутии» награждается Матрена Михайловна Филиппова, главный специалист отдела социокультурной работы и взаимодействия с муниципальными образованиями. Начинается церемония награждения руководителей органов управления культурой муниципальных образований Республики Саха-Якутия, внесших вклад в организации и проведение мероприятий к празднованию Года культурного наследия народов России, столетия образования Якутской АССР. За успешное проведение мероприятий, приуроченных к Году культурного наследия, столетию образования Якутской АССР, благодарность министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия объявляется Исаковой Анне Руслановне, начальнику управления культуры и духовного развития Мегино-Кангаласского улуса. Благодарность объявляется Черову Юрию Прокопьевичу, начальнику управления культуры Момского района. Тихоновой Розалии Михайловне, начальнику департамента культуры Нюрбинского района. Благодарность объявляется Вырдылину Гаврилу Гаврильевичу, начальнику Улусного дома народного творчества Татинского улуса. Благодарность объявляется Асадоевой Варваре Михайловне, начальнику районного центра культурного развития и народного творчества Тампонского района. Благодарность объявляется Аммосову Иннокентию Иннокентьевичу, начальнику управления культуры Усть-Алданского улуса района. Благодарность объявляется Гуляеву Петру Егоровичу, начальнику управления культуры Чурапчинского улуса района. Благодарность объявляется Нестерову Виктору Михайловичу, начальнику управления по делам культуры, спорта, молодежи и семейной политики окружной администрации поселка Жатаи. Благодарность объявляется Ли Индире Петровне, начальнику управления культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска. Благодарность объявляется Цивцевой Аксине Семеновне, начальнику управления культуры Аймеконского улуса района. Благодарность объявляется Идрихинскому Семену Прокопьевичу, начальнику управления культуры и духовного развития Намского улуса.
Благодарность объявляется Терехову Алексею Николаевичу, начальник управления культуры Кобяйского улуса района. Благодарность объявляется Иванову Ивану Федоровичу, начальнику управления культуры и народного творчества Амгинского улуса района. Также Амгинскому улусу вручается сертификат на сумму 100 тысяч рублей на пошив сценических костюмов. Министр культуры Юрий Куприянов. Тут троим новым начальникам вручили, да? Ну, они, как говорят, вот, Семен говорит, 3-й день работы, уже, говорит, награду вручил. Видишь, дальше будешь работать, еще больше будет видно. Это не вам, ребята, это управлением культуры ваших районов, которые год провели достойно, на высоком уровне, поэтому вот, ну, других-то уже уволенных не будем писать, люди перешли на другие работы, поэтому желаем всем управлением культуры быть вот в составе большой команды отрасли культура и всем вместе добиваться новых высот и новых достижений. Вот Анастасия Ивановна сказала, что в следующем году, в этом году, вернее, в 23-м году у нас будет 70 лет со дня образования Министерства культуры. И у нас почему-то что обязательно отметим его ИСЭХами. А? Но ИСЭХ для нас это работа же, да, прежде всего. Поэтому подумайте, вот может быть какая-то форма, да, будет предложение, каким образом мы отметим такой юбилей, для того, чтобы было всем приятно, всем полезно. Ну, ИСЭХ, конечно, можем провести и на территории, проведем, наверное, и города Якутска у нас есть место, Хангаласский улус здесь соседний, Намский улус соседний. Тут вариантов много для того, чтобы всем собраться. Ну тогда кто будет организовывать этот ИСЭХ-то? Если мы все организаторы ИСЭХа, получается, да? Ага. Гостями тоже иногда надо быть, да? Гостями ИСЭХа тоже иногда можно быть. Ну, спасибо всем за то мероприятие, которое мы провели. Дальше я должен пригласить, куда, Жень? У нас сейчас фуршет, музыкальный номер, извиняюсь. Музыкальный номер, а потом уже не уходите, фуршет там закрыт. Дорогие друзья, вас поздравляет заслуженный артист Республики Саха-Якутия, солист государственного вокального ансамбля «Туймада» Эдуард Баланов. Сарсерда саргасандарда энимнен сыламнан ары сиккертен долгуна битарда эн онор суга карсары жежанотон тетергейин жирибиней көрегейин саян сарыл жерелиге çemelekeyim çemeligim çemelinem yene Alaska köksirem dırgıyda ey günür yalak giridingen ala çayınak bıdığanyıda enların tarbağını etingen Ceden atan tedirgeyim jiribiney köregeyim Teyir sarıyan cerelige Çemelekeyim çemeligim Çemelinem yene Kulupka muzika nirgiya Eygin uguya ıngıra Kimere süreden yölü yer Kederen aymana
제자나던 대들게임 주리비네 레게임 대전사려 온제레니게 제멜게임이 제멜이김 제멜이네 미네 제자나던 대들게임이 주리비네 그레게임 대전사려 온제레니게 제멜게임이 제멜이김 제멜이네 미네 제멜이네 미네 아가들로 На этом отчет о деятельности Министерства за 2020 год завершается. Всем желаем крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов во благо нашей родной республики. Приглашаем всех на праздничный обед в большой зал музейного комплекса «Моя история». Начальников управления культуры приглашаем на общее фотографирование